Коми за первые 9 месяцев этого года снизилось количество преступлений, в том числе на 12% тяжких и особо тяжких. Об этом стало известно в процессе рассмотрения в Госсовете государственной программы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности. Она действует второй год и охватывает несколько обширных направлений. От профилактики рецидивов среди осужденных до правовой защищенности жителей региона. Евгений Стокас узнал больше. От компенсации за оружие до юридической помощи гражданам, обеспечения общественного порядка и противодействия преступности госпрограмма крупная и охватывает все, что связано с безопасностью, в том числе правовой. В нее входят несколько подпрограмм. Первая, одна из главнейших – профилактика правонарушений. Это не только компенсации за незарегистрированный огнестрел и взрывчатку, это еще и работа народных дружинников. Их в этом году стало чуть меньше, но эффективность, наоборот, выросла. С их участием выявлено больше 1800 административных правонарушений. На средства госпрограммы обновилась республиканская МВД, полсотни новых видеорегистраторов, больше 200 металлоискателей. В этом году такая работа привела к общему снижению уровня преступности в Коми до сентября на 13,5%. 13% – это достаточно много. То есть это почти 1800 преступлений меньше совершено, чем в прошлом году. Снижение идет практически по всем составам преступлений. И отрадно то, что увеличивается количество профилактических или превентивных составов, которые нужно именно выявлять. Это в сфере незаконного оборота оружия, в сфере противодействия коррупции и так далее. Этого удалось добиться благодаря в том числе второй подпрограмме профилактики повторных преступлений, то есть рецидивов. Республика обеспечивает учреждение УФСИН по Коми заказами и рабочими местами для заключенных. За 9 месяцев удалось привлечь к труду 615 человек. Еще 112 нашли работу сразу после освобождения из колонии. Как результат, количество рецидивов снизилось на 5 с небольшим процентов. Подпрограмма третья по профилактике преступлений среди несовершеннолетних использует похожие методы, но количество рецидивов именно среди подростков, наоборот, выросло. Возможно, это многоэпизодное дело, где подросток совершил несколько преступлений, они были поставлены на учет. Где-то субъекты профилактики недостаточно внимательно сработали. Ведь многие подростки совершают преступления, уже будучи условно осужденными, либо находясь под следствием. Здесь тоже нужно анализировать причины, почему не доглядели за этой категорией. Поэтому в каждом деле с несовершеннолетним все часто не так однозначно, объясняет министр. Четвертая подпрограмма «Профилактика алкоголизма и пьянства» тоже дала плоды. Преступлений в сфере оборота наркотиков и алкоголя стало меньше на четверть. Последняя по порядку, но не по значению, программа правового просвещения, в том числе бесплатная юридическая помощь гражданам. Сегодня такие адвокаты работают в каждом муниципалитете Коми именно благодаря госпрограмме. Государственный совет, все депутаты очень заинтересованы в том, чтобы этой направление работы развивалось. Вы знаете, что мы увеличили количество направлений еще на 9, по которым можно получить бесплатную юридическую консультацию, бесплатную юридическую помощь. Все адвокаты и вся информация на сайте Минюста распространена. Есть. Общий объем финансирования госпрограммы до 2023 года более 1,5 миллиарда рублей. Из них около 400 планируется на следующий год. Реализация в этом до конца года будет 100%, уверяют в Министерстве юстиции. Это 393 миллиона рублей из республиканского бюджета. Евгений Стокас, Олег Юшков, Юрган.